Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что у вас на пороге? Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, то можете посмотреть или другие мои видео, или другие видео с других каналов. Хорошо? Начнем. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Итак, кто вы? В каких энергиях вы сейчас находитесь? Что вас окружает? Карты сами уже вылетают. Поток пошел. Будем говорить от лица женщины. Если смотрят мужчины, переворачивайте информацию на себя. Женщина работящая, женщина та, которая не боится работу, та, которая всегда найдет работу, да, всегда, даже вы не можете сидеть, возможно, на одном месте, да, вы постоянно что-то делаете, творите, именно касаемо заработка. Возможно, да, здесь могут проходить женщины, которые имеют несколько работ. То есть одну основную, да, и может быть подработка. Или еще какие-то источники доходов. Есть момент, на данный момент вы чем-то не удовлетворены. Возможно, даже, да, и финансами. Тут момент идет начать жизнь с нового листа, идти в новое. Вот вы, да, собираетесь что-то или в жизни своей изменить, или начать что-то. Возможно, какой-то новый проект, или в голове, да, есть, крутится идея создать что-то, открыть что-то. Может быть, даже новый бизнес или новый вид деятельности, хобби, да, или начать заниматься спортом. Вот как толчок на что-то новое, да, у вас есть этот толчок. Причем этот толчок возник из-за каких-то обстоятельств не очень хорошего плана. Вот как сподвиг вас сдвинуться с места, да. Есть такое новое начало. Или, возможно, кто-то уже положил, да, это начало и собирается двигаться вперед. Женщина добросовестная, женщина справедливая в первую очередь. Вы не любите, возможно, общество, когда большое общество вокруг, да, любите больше уединения. Или же, когда вы заходите в ресторан, да, в кафе, вы любите где-то в уголочке уединиться, спокойствие, да, но в то же время находясь в социальности, возможно. Но тут есть такое уединение. Кто-то тут даже как закрылся дома, не хочу никуда выходить, не хочу никого пока видеть, да. Есть такой момент, хочется что-то переварить, что-то продумать, что-то, возможно, у вас, да, даже еще ничего не делая, но у вас есть какие-то наметки, вы хотите все это по полочкам разложить в голове, как действовать, по плану, например, да, и чтобы никто вам не мешал. Вы однозначно здесь собираетесь во что-то новое, тут кто-то куда-то, возможно, даже отправляется. Но справедливость тут четко ваша присутствует. Или же, да, вы хотите с чем-то разобраться, возможно, даже с кем-то. Есть наблюдение за вами, смотрите, за вами не просто наблюдают, а вас говорят. Тут, возможно, да, может проходить люди, которые
просто так не проходят в жизни, да, вот они пройдут, оставят след комментариев, да, или сплетен, или же людям интересно следить за вашей жизнью, интересно, возможно, вас обсуждать. Может быть, блогеры меня смотрят, да, или люди, у которых есть фанаты, публика. Также тут могут быть люди, которые ораторское, да, искусство обладают чем-то или учат людей, да, чему-то, вот на вас люди смотрят, но вас люди в то же время обсуждают или не в плохом это плане, да, обсуждают, могут о вас говорить, вы как на языке у людей. Вы даже можете что-то сказать красивое, хорошее, полезное, мотивационное, да, и люди это переваривают в голове, что вы это говорили, да, вашу информацию. Причем я вижу вот в жизни, да, вашей, на протяжении всей вашей жизни, даже от детства, вот вы что-то скажете, к вам прислушиваются. И даже будь вы ребенком, вас прислушивались взрослые. Верили, да, как, может быть, предсказывали вы о чем-то, или же говорили такие умные какие-то вещи, которые люди использовали, отражали на своей жизни, использовали в своей жизни. Даже это может быть элементарная вещь, но это как подсказка, да, для их движения какого-то, направления, возможно, мотивация тоже, возможно, здесь место этому быть. Чему-то вы сейчас обучаетесь. Женщины пришли на расклад, те, которые любят, возможно, эзотерику или любят смотреть такого плана видео, да, карты Таро, предсказания, вообще любят что-то мистическое, да, их тянет к этому. Но тут же и мудрость, да, ваша, вы очень мудра, начитана, или же много информации есть в вас. Причем это с детства, и даже как на автомате, вы думаете, как автоматически, или я рождена с этим, как книжка. Книга, да, не книжка, а книга. То есть у вас много информации, поэтому люди от вас черпают эту информацию, но вы от людей как-то пытаетесь абстрагироваться, или, возможно, кто-то работает даже анонимно, или же, да, вот на данный момент есть именно момент закрытия, уединения. Отдохнуть, возможно, да, хотите от общества, потому что, и причем, знаете, правильно делаете, здесь есть момент, как утечка энергии, нет сил, усталость. И хочется как набраться сил, и тем самым, да, вы уединяетесь. Это даже и по закону физики, да, есть такое, что не физики, а в физическом нашем мире, когда мы хотим набраться энергии, нам нужно просто элементарно отдохнуть, выспаться, да, или просто даже отдохнуть, полежать на диванчике и посмотреть в потолок. Женщина та, у которой была непростая жизнь, женщина, которая сделала свой путь сама, себя сама. Да, тут, кстати, есть женщины, которые вкладывали в себя, инвестировали в себя. И ваша внешность, ваша внешность такая, она очень на людей влиятельна. Вы почему-то, я вот вижу в кресле, да, вот как главное, занимаете, возможно, какую-то главную позицию, или же, да, вот люди представляют вас в той позиции, в главной, ведающей. Красивая, умная, очень умная женщина. Вы не торопитесь, да, быстрее бежать вперед паровоза. Вы все взвесите, продумайте, а потом идете. Лучше медленно, но верно. Вот это ваш такой вот лозунг.
не торопясь, да, медленно, но верно. Но были моменты, потому что из прошлого, когда вы поспешили и, как говорится, людей насмешили. Но не в том плане, что вы кого-то насмешили, а именно, да, силы все в просак или не получалось, не удовлетворены были результатом. Поэтому это научило вас именно держать золотую середину и не бежать вперед паровоза. Неудовлетворенность финансового характера. Есть потери. В жизни были потери и не одни. Больные, по сердцу было больно, плакали много, страдали. Женщина около вас. Стоит около вас. Женщина. Причем тут больше у меня проигрывается, что женщина уже не жива. Женщина не сейчас в этом мире, она уже ушла с этого света. Женщина любит вас, как хранительница вашего рода. Она вот стоит около вас. Вот вы даже спите, да, она вот просто около. Но тут есть какой-то барьер. Почему барьер? Да, не в том плане, что она в ином мире, а момент такой, как она вас видит, она желает добра, она защищает, да, но вот ваш барьер от нее стоит. Да, тут смотрите как, да, тут нужен разговор. Как разговор? Благодарность, поблагодарить эту женщину из вашего рода за помощь, за защиту. Тут есть именно эта женщина, как вас наделила вот этой терпеливостью, терпением. Вы многое прошли, очень больно в жизни, было больно, да, но вот это терпение, вот эта сила воли, это все она, благодаря ей, вот, да, она вас охраняла. Есть моменты, что или было предательство, да, или вот кто-то именно душевно сделал больно, даже, может быть, и оскорблял, что было неприятно, вы терпели какое-то, возможно, даже и долгое время. Ну, тут может проходить и ложь. Долгое время была ложь, которая делала больно. Вот на душе есть у вас раны, однозначно. Непростая жизнь, непростое прошлое. И есть именно родовая по роду, да, женщина, которая вас защищает. Может быть, через 2 поколения. Женщина, бабушка, прабабушка, прапрабабушка. Хорошо. Так, информация еще, да, бывает, выходит в портрете именно извне, поэтому я говорю вот все, что вижу, все, что слышу. Поэтому прислушайтесь к информации, она, возможно, да, для вас может быть и необходимая, и подсказкой. Хорошо. Давайте посмотрим, что у вас на пороге. Если с вами резонирует, продолжаем смотреть дальше. Что у вас на пороге? Или кто у вас на пороге, да? Никого не загадывайте. Вы как приходите после падений, после каких-то, да, борьбы, возможно, даже и внутренней вашей борьбы, вы приходите к своей мечте. Какая-то мечта ваша сбывается. Мечта, любовь. В вашем сердце поселяется любовь.
наслаждение, да, радость появляется в жизни, сообщение. Сообщение от других источников лиц, от других чужих лиц. Это сообщение. Тут есть такой момент, за что мне все это, почему, да, за что, за наказание, почему я в жизни страдаю, да, и вы поймете вообще, переосмыслите всю свою прошлую жизнь. Вот что у вас на пороге. Тут есть переосмысление, пересмотр прошлого, принятие прошлого, пересмотрение, да, каких-то моментов, и вы делаете какие-то четкие выводы и понимаете, как уже себя вести дальше. Триумф, победа. То есть вы на правильном пути. То есть что вы пересмотрите в своей жизни и измените, вот это будет правильным. Тут, возможно, у кого-то есть дети, и есть момент, да, вы думаете, возможно, может быть, о финансовой независимости, да, или вот не удовлетворяет вас заработок, вы думаете о том, как повысить свой заработок. Есть об этом мысли, как о какой-то идее, да, вот какую, или, возможно, выбираете эти идеи, ну, думаете, какую же идею, да, предпринять, чтобы заработать больше, потому что сейчас меня, возможно, не удовлетворяет финансовая сторона, но чувственная сторона здесь тоже в состоянии застоя, и вот есть такой мороз, да, не мороз, а холод, недоверие к мужчинам. В прошлом было что-то не просто так с этими мужчинами у вас, потому что что-то делало больно. Оп, карты уже сами, да, вылетают. Возможно, здесь кто-то хочет, да, новых чувств, но боится. Боится оступиться, наколоться, да, на те же самые старые грабли, что попадется человек в вашу жизнь. Сначала будет все хорошо, да, ну а потом, да, вот как представление своего будущего в голове. Причем этого делать нельзя ни в коем случае. Думать о плохом, а тем более, да, про будущее, думать о плохом, что может стать так. Вот люди бывают заранее накручивают и думают, что а вдруг разобьется самолет, а вдруг, да, не обязательно, что такая именно ситуация произойдет, да, когда вы полетите. Но, например, отменят в середине, да, если вы едете с перелетом, с приставками, да, то, понимаете, могут просто другой рейс отменить или попозже. Отвести его на попозже. То есть нельзя о будущем говорить плохо. Как к себе призывать, да, негативные моменты и проблемы в свою жизнь. Что у вас на пороге? Выходите из состояния жертвы, из состояния застоя. Открывайте себе путь. Тут, возможно, да, кто-то будет проходить очищение, возобновление, да, кто-то наберется энергии, восполнится силами. Новость, которая порадует. Возможность в вашу жизнь идет, нельзя ее пропустить. Это касаемо финансов. Женщина влиятельная есть, влияет. Возможно, это и та женщина, да, которая по роду, родовая ваша женщина, которая вам помогает. Но также здесь есть и момент того, у кого-то может проиграться. Именно женщина властная чем-то, имеет силу, имеет вес. Вот от нее есть как радостное известие о помощи. Эта женщина может помочь вам как, или же финансово, или
как быть гарантом, да, не гарантом, а скорее той дорожкой к этим финансам, подсказкой. Возможно, она может дать какой-то совет, рекомендацию, которая вот приведет к этой именно мечте, идет вариант, мечта, да, к вашей мечте. Возможно, финансы, большие финансы даже, или приток какой-то денежный, или новая работа. Может быть, вы об этом мечтаете, да, получить какую-то работу, должность, повышение, да, или дополнительную работу, которая будет, возможно, даже в радость, да, вот о чем-то вы мечтаете, вот к этому идут пути ваши, не стоит об этом переживать. Также есть момент дороги. Что за дорога? О чем она? С чем связана? Со слезами связана эта дорога. Переживаниями. О чем-то вы будете переживать, грустить. Это касается мужчины или же момент того, что я одна, хочу свою жизнь мужчину. Да, есть такие переживания, как жалеть себя по голове, состояние жертвы, да, в состоянии, вернее, в карте повешенной. Внутренний бой. Все делается, я еще раз говорю, случайности, не случайный, да, лозунг нашего канала, и все делается не просто так, и не зря будут эти, вот эта дорога, да, с отчаянным, с грустью, да, вот с отчаянным сердцем, это подтолкнет вас на нужную мысль, понимаете? Плюс-минус, минус-плюс, вот. Не бывает только черная полоса, да, бывает и белая полоса. Это подтолкнет вас на нужную мысль, мудрую мысль. Идею, план, которая вот приводит вас к вашей мечте. Здесь почему-то идет проживание на одной территории мужчина. Но это не скоро. Это не скоро. Это может быть конец года, зимнее время. Может осень быть, да? Листья. Может и вот между зима, осень. Может быть, да, до этого момента. Вы в своей жизни отпускаете прошлое. Оставляйте прошлое. Останавливаете что-то, что уже нельзя терпеть, что уже повторяется по одному и тому же сценарию. Да? Вот как ходили по кругу, и вы понимаете, что уже пора заканчивать. Тут, кстати, могут проходить и какие-то зависимости. Вот заканчивать с чем-то, да, это зависимости могут любого быть характера. У вас появляется сила, у вас появляется энергия, решительные действия, решительные шаги. То есть вы куда-то точно прорываетесь к счастью, к успеху. Девочки, у вас вот это все, да, вот эти слезы, переживания, страхи, возможно, да, по Луне и неуверенность. Это вот эта дорога, это будет не зря, это судьбоносная дорога. Она ведет вас к успеху. И вы поймете, да, для себя, что все в жизни делается не просто так. Оно к чему-то ведет. Вот к этому и приведет. И вот поймите, да, ваша жизнь, она вот как каждый момент в вашей жизни, каждые события, они связующие с другими событиями. Не случилось бы этого, да, если бы не было бы того-то там.
как звено вот это цепи. Тут кто-то однозначно что-то оставляет, или кого-то, да, возможно. У вас появляется женщина, мудрая женщина, или женщина, да, в жизни вашей явится, которая даст вам нужный совет, четкий совет, куда вот двигаться. Потому что будет такой момент, когда вы или встанете на выборе, да, или на распутье, когда вы не знаете туда или туда, и все равнозначно, да, для вас, то есть и то весомо, и вы не знаете, что выбрать. Вот женщина четко, старше вас по возрасту, возможно, она подскажет, у нее будет подсказка, она подскажет точный путь. Нужно прислушаться, не стоит от этой информации закрываться. Вот, и в прошлом, да, все, что происходило в прошлом, оно должно было так быть. Почему? Потому что это тоже одна из цепей связующая, как вот в цепочка, да, вот это тоже связующее звено. Поэтому, да, вот эта дорога, она ведет вас к успеху. Все, оно не случайно в вашей жизни. Вот благодаря вот этим болячкам, да, которые были в вашей жизни, именно больные темы, много чему вас научила. И, возможно, даже по отношению к людям. Неважно кому, к мужчинам, к женщинам, да. Вы многое чему научились, как себя с людьми вести, поставили, да, какие-то, возможно, ультиматумы, рамки, возможно, даже от кого-то отказались в этой жизни, оставили, перестали общаться, возможно. Тут как негатив вот слазит, слезает, да, уходит. Хотя мы, да, спрашиваем, что у вас на пороге, но вот именно момент на отдалении мужчины. Встреча мужчины на отдалении. Коса, да, что-то отрубите в своей жизни, однозначно. Причем будет больно это отрезать, отрывать, как от сердца. Но вы понимаете, для чего вы это делаете, четко понимаете. Потому что в то же время вы будете осознавать, что вам это не нужно. Оно вот как чемодан без ручки, да, вроде бы как чемодан, но вот нет у него ручки, да, и как его нести, вроде как и жалко, но да, если там еще стоит новый чемодан, лучше пользоваться новым. Возможности появляются, перспективы какие-то на будущее. Причем, возможно, даже, да, больше тут характера финансовый, финансовые перспективы по тузу пентаклей. Ну, вы на своем месте сидите. Вы никому свой трон отдавать не собираетесь из-за прошлого. Вы поняли для себя, что, да, с людьми нужно поступать определенным образом, иначе люди, да, вот, возможно, кто-то именно садился на голову, пользовался вашим доверием, добротой. Люди не ценили, и вы поняли, как с ними нужно поступать. Что у вас на пороге еще? Ждите гостей. Наполненность идет, да. Возможно, тут могут быть и веселые моменты, да, увеселительные моменты. Это могут быть ваши родственники, это могут быть ваши дети, это могут быть близкие друзья. Вам хорошо. И причем, знаете, все, я еще раз, да, извиняюсь за тавтологию, но опять-таки говорю, что все не случайно. Все будет направлено к вашему вот этому колесу счастья, именно к наполненности вашей.
и финансы, да, у вас поправляется положение. Вы рады достатку. По тузу Пентаклей вы рады своему достатку, вы рады материальному, у вас как движение идет. Вы копите энергию, вы начинаете двигаться, и у вас начинает... Плюс очищаетесь вы от чего-то. Возможно, да, кто-то делает чистку. Или проходить будет чистку. И у вас движение идет по колеснице. Хорошо. Вот так. Совет от карт давайте посмотрим. Что скажут карты? Что посоветуют карты? Не грусти. Да? И вот смотрите, вы счастливы, да? Что-то получается. Это прям вчерашний расклад, по-моему. Держите это в секрете. Не нужно говорить. Есть люди, недоброжелатели, да, вот, которые не хотят, чтобы у кого-то, не только у вас, вообще у кого-то, да, было хорошо. Потому что люди сами не удовлетворены чем-то. Неудовлетворенность. Не стоит, да, делиться этим счастьем с другими. Оставьте это счастье для себя. Вам оно и так тяжело. Тяжелой ценой вот далось это счастье. Но вы мудрая, вы понимаете, как поступать, да? Совет от карт – идти вперед и не сдаваться. Как бы тяжело, да, как бы тяжело не было. Идти вперед, не сдаваться. Твоя мудрость, твоя интуиция, вот это твое оружие. Вот это твоя сила, вот это твое наполнение. Я вижу, да, вот вы как в чем-то развиваетесь, возможно, да, что-то или изучаете новое, или творите что-то новое. Вот оно как получается, не нужно этим делиться. Идите вы на правильном пути. Вот дорога у вас прямая будет. Не разглашайте. Вот совет от карт. Свои радости. Хорошо. Что еще подскажут карты? Конец трансформации. Трансформация заканчивается. Вернее, не заканчивается, да, вот вы проходите эту трансформацию, вы встаете на ступень выше. И причем, да, у вас как по голове высшие силы гладят, говорят, ты молодец, ты все сделала правильно. Но, да, не может просто так выходить у меня карта отшельника, которая в первую очередь говорит о, во-первых, о вашей собранности, о вашей мудрости, о глубокой мудрости. Часто отшельники, да, они не идут вниз, они идут наверх, потому что здесь есть и интуиция, здесь есть и мудрость, в первую очередь мудрость. Благодаря мудрости вы на правильном, да, вы двигаетесь в правильном направлении. Но никого не нужно, да, именно людей, которые, вот вы чувствуете, не желают вам добра, не нужно их подпускать в свои дела, в свои планы. Зачем просто так отдавать то, к чему вы так стремились, да, и тяжело шли? Нет, вы оставьте это для себя, опять-таки, повторяюсь. Хорошо, давайте посмотрим, что скажут карты. Сделаем 3 позиции, потому что, да, чтобы был выбор у вас.
Всем понравилось на 3 позиции, вернее не всем, да, большинству. Тогда сделаем 3, чтобы был выбор. 6. 6. Может быть, вы родились 6 числа. Выберите позицию интуитивно. Шестерка, да, это число, возможно, не только что вы родились, это и для вас число может что-то означать, да, это для вас может быть и какая-то дата, яркая дата, или 6 месяцев. Или можете, да, шестерки встречать. Подсказки. Вы под покровительством вашего рода. Кто выбрал первую позицию? Начнем. Вашему врагу идет обратный негатив. Скоро будете что-то праздновать, отмечать. Любовное сообщение, звонок или известие. Скорые перемены в вашей жизни. Недалекая дорога. Новый человек в вашей жизни для супружества. Возможно, да, можете познакомиться с этим человеком в дороге. Кто выбрал вторую позицию? Принятие важного решения. Дальняя дорога. Скоро на вашей улице будет праздник. Счастье не за горами. Вы на пороге великих событий. Перед вами встанет выбор. Кто выбрал третью позицию? Вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. Покормите птиц, бездомных животных. В вас пробуждается новое «Я». Вы становитесь другим человеком. Резкие изменения в вашей жизни, они неизбежны. Вы стоите на пороге перемен. И помни, что случайности не случайны. Вот последняя карта. То, как раз о чем мы сегодня и говорили. Ну, вот такой вот был у нас сегодня расклад. Ну, а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод. Вот данная колода, да, это моя авторская колода. У меня их уже 8. Обращайтесь. Вот, а одну из них, да, я дарила на Новый год всем моим зрителям, подписчикам, новым зрителям. Вот можете перейти на видео. На моем канале называется, по-моему, «Поток» плюс подарок, да, там на обложке будет елочка с подарком. И внизу под видео можете перейти и скачать данную колоду. Это видео удалять не собираюсь, да, и ссылки все я не собираюсь удалять, поэтому в любой момент вы можете перейти и на данное видео и скачать видео. И хочу своих зрителей предупредить о том, что в случае, да, мало ли, блокировки Ютуба, да, на территории Российской Федерации, возможно, да, или вообще, кто знает, что будет с этой площадкой на территории России, потому что многие меня смотрят из России. Можете перейти на канал Видаскара Официал в Телеграме, подписаться там, и расклады буду выпускать там, да, если в случае чего. Вот, поэтому подпишитесь, да, чтобы меня не потерять. Я есть там, внизу тоже контакты под видео я указала.
Ну, а кто хочет приобрести колоды, пишите мне тоже в личный телеграм. Не тоже, вернее, в личный, а это отдельно, да, уже личный телеграм. Тоже ссылочка находится под видео. Пишите «хочу колоду» и всю информацию я вам пришлю в телеграм по поводу колод, фотографии, да, какие есть колоды и все. Все. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в 100 раз приумножилось. И также спасибо за ваши теплые комментарии, пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды в скором осуществились. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.